Нет, видел, как проглотил? Внутри крючка. Он как со стороны выглядит. Избушка из аспана. Везде следы выдры. Тут капитально он уже натоптал тоже, как медведь. Всех рыб распугал, наверное, я уже поплавочную снасть зацепил на спиннинг. Хариус не хочет брать. Так пару штук еще поймал. Но в основном, наверное, вон там места вроде есть еще. Тут тоже не глубоко. Закидывать даже не будем. Не попытаемся даже. Очень много надо ходить по буроломам. Вот тут совсем мелко, если только спиннингом так поверху тащить весну. А вот поплавочную снасть закидывать тут негде. Кругом мелко. Где-то сантиметров, наверное, 20 глубина. Воды вообще нету. Если, конечно, плеск будет, он хариус сразу берет. Моментально. Да и выдра тут все уже фильтровала. Остатки сладкие остались. Так, вообще непроходимо тут. Это второе место, кормовое. Вот как грызет. Я думал, это лось, а это, наверное, и я точно уверен, что это бобры. Это здесь перекусили бобры. Вот как они грызут. И, наверное, раньше я показывал рябину. Это тоже бобры. И вот следы они. Следы идут вон. Видел? Спускаются вот в речку. Спускаются в эту речушку. Вот это тропа ихняя. Это не лось. Лось так обычно он ломает. Гнет дерево и ломает. А там уже и закусывает, перекус делает там. Обычно рябину тоже он любит. Вот. Но это старые, прошлогодние. Ну, те же бобры. Те же бобры живут, наверное, видимо, тут. Ну, везде перетоптали они. Крупных зверей пока не видел, но бобры, следы бобров, конечно, много. Они здесь где-то и живут. Только что вот на этом месте, на этот самом месте, где я следы бобра показывал, поймал хариуса. Опа! Очередной хариус. Он живой еще. Мелочь там прыгает. Я думал, еще один. Нет, видел, как проглотил. Внутри крючка. Хорошо берет. Нормальный ход. Вот иду я сейчас по этому месту, и везде кусты этой черной смородины. И запах стоит. Запах неповторимо. Вкусно. Очень. Как будто только что вот заварили листья смородины, и вот такой запах. И весь лес таким запахом
Весь лес таким запахом держится. Так. Вот здесь тоже перекат. Хороший второй экземплярчик поймал. Зацепился за бок. Как-то он за бок. Не во рту крючок, а возле рта. Там немножко, ну, прилично он схватил. Вот тут такое, там течение и здесь яма. Там, наверное, кормилась она. И все, в мешке он. Иду рыбачу. Постепенно, но видишь, несколько килограммчиков поймали уже. Очередной раз, наверное, здесь. Чай попьем. Передохнуть надо. Тяжело ходить. Костера сразу. Зверей отпугнем. Запах дыма сделаем так. Если мишка рядом уйдет. Если напрямик километр и 9 метров остается до избушки, там избушка верховья у охотников. Но если по речке, конечно, там еще добавить несколько километров, километров 4 может. В принципе, можно обойти, посмотреть. Уже 8,5 километров прошли. 8,5. Еще километр напрямик. Так, где наш термос? Запах костра пугнет зверей. В общем, рыбалка идет своим чередом. Рыбачим и дальше будем подниматься вверх по течению. Время еще рано. 12 часов уже. 12 часов. Сколько уже времени прошло. Ладно, чай попьем. Рыбу надо потрошить, немножко засолить. Это все равно может испортить. Все, пьем чай. Основные места уже прошли, где можно более-менее еще рыбачить. А тут уже самое верховье ручья. Тут вообще узко все. Одни коряги. Не знаю, сколько еще подниматься будем. Или может до избушки сходить напрямик. Наконец-то поймали основную тропу. О, это тропа промысловиков. Идет к самой избушке. Там хорошенько передохнем, перекусим. Не знаю, воды там, где можно набрать. Хоть чай скипятить или горячий чай
свежий выпить. Потом уже, наверное, обратно возвращаться. Километров 10 надо еще пешком идти. Не близко. Да если по такой тропе идти, а идти-то надо вообще там бездорожье, завалы. Вот и изба. Точно нашли. Избушка. Что-то странное я вижу. Все тут поменялось. Ничего себе. О, и сигнал. Навигатор дает, что мы дошли. Избушку-то все спилили. Зачем было спилить-то вообще? Вон такая изба. Труба в сторону выходила. Да, тут ночевали один раз. Там крепкая изба еще была, но он вообще не гнилая, ничего. Только дверь тут плохо открывалась. Фу. Ну, хозяева. А вот тут что-то новое. Новая постройка. Видимо, на буранах они таскали образные доски. Третий сорт тут. Сотки вижу. Тоже поработали, смотрю. Вон какое окно. Это от старой избушки. И нетканка. О, из нетканки материал. Чем они думают, интересно. Челом здорово, крыка. Да. Перестройка, конечно, у них была, оказывается. Угу. Нары там, смотри. Там какая-то кладовка или что там. Стол. Все, здесь будем отдыхать. А вон какая гора тут. Гора метров 30, наверное, высотой. Он вниз там спускается. И вот по этой тропинке и обратно будем возвращаться. Это к речке пойдет тропа, а там уже речку перейдем и по навигатору что-нибудь, какой-нибудь просеку поймаем и до трассы. Ну, в общем, дойдем. А сейчас будем отдыхать. Ну, конечно, зачем было? Ради чего там? Ради дров, что ли, спилили? Крепкая же была изба. Только он от этого, как его, блин. Но вот этот угол, смотрю, тоже вот немножко сгнило. Сгнила из-за того, что она крышей протекала. Вот. От крыши там вода текла. И такая фигня получилась. Но в этой избушке можно еще, если крышу отремонтировать. Мой знак там. 2 горы и солнце. Это я рисовал. Ну ладно. Сами хозяева пусть думают, как им лучше. Но вместо этого, если было отремонтировать, им хорошие, нормальные нары сделать. Да. Ну ладно. И я думаю, он тарелка, объедки какие-то. И, наверное, на днях они сюда приходили, эти охотники. Хотя сюда хотя бы поставить. В котелке даже западло им помыть. И вода в чайнике. Да. Радио, компас. Все на месте. Тут что? Пиздец. Полное. Что они задумали за спаном все делали нам? Крыша, потолок.
Если мороз, тут, наверное, можно и замерзнуть. Печка большая, внутри кирпич, обложена кирпичом. Тут что за фольга такая? Какая-то фольга непонятно. Ну там поддувала какая-то сделана. Ну как. Угу. Здесь, наверное, вдвоем или троем отдыхают. Бардак. Чай кипятить уже здесь не буду. Хотя вода есть, но трогать ничего не буду. По-быстрому из термоса холодный чай выпью. Немножко покушаю и свалим отсюда. Все цивильно. Радио висит, наушники. Обшито главное все. Но придешь зимой, или всю ночь придется дубасить печку. Это у меня третий привал уже. Кличка дойдем, и там в термос возьмем чай. Ой, нет, воду. И где-то там на дороге чай сварим. И еще привал сделаем. Там еще топать. Мне не понравилось. Это не избушка. Это фигня какая-то. Избушкой ради этого спилили. Да. Такая избушка только весной жить. Летом. Но они примерно там где-то полмесяца осенью приходят там на боровую дичь, на охоту. Если честно говоря, глаза не видел. Это уже не наша территория. Ну, как бы не наши мужики. Это с другой деревни. Но раньше были промысловые угодья тут. Штатные охотники, наверное, у них отец или может дед штатные охотники были. Раньше промышляли капканами, пушнину, боровую дичь ловили, стреляли, ловили и все сдавали в госпромхоз. Даже бывало мы покупали там боровую дичь, косачей в основном. Идешь, купишь. Просто кипяток выпью еще.
бардак. Такое не должно быть. Еще раз бросано. Да. Ну, тут для рыбалки уже, наверное, почти нету. Тут река уже как бы развилка, но две устья реки уже поднимаются. Мелко, и видимо хариус уже ушел отсюда. Компас. Свисток на рябчика вон. Из одноразового шприца. Первый раз вижу. Батарейка есть. Не знаю, наши охотники тут ночевали, нет уже. Кругом везде. Ролтон. Что по лесу идешь, натыкаешься на такое. Фонарик. Все есть. Избушку надо что-то оставить, но ни в коем случае уносить, красть. У нас такое не принято. Ушей нету, следа вообще. В общем, вот так. В общем, спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Все. Грибы растут возле самой избушки. Тут находилищно не собрали. Он как со стороны выглядит избушка из оспана. Нет тканка снаружи и снутри изоспан. Крыша рубероид. Антенна стоит, муравейник. Все как надо. И гора крутая там. Высокая. Вот как снизу смотрится. Ладно, пойдем. Пойдем домой. А, вот отсюда они берут воду. Вот яма. Потому что до речки еще далеко идти. И тут тоже спускались. Ходят. На рыбалку, может, сходили или на охоту, непонятно.
Вот свежие следы. Дошли до речки. Вот переход. Это сделали сами охотники. Дерево свалили. И тут переходят на тот берег. Нам тоже вон туда перейти надо. И в сторону солнца идти. Здесь еще попытаемся что-нибудь поймать. Вот здесь как бы ямы, там тихое место. И чуть-чуть выше на несколько поворотов поднимемся. Там порыбачим и все. И уже возвращаться будем обратно. Завершающий этап. В общем, рыбу почистили уже. Немножко засолили. Солнце уже скоро сядет. И уже будем возвращаться. Все, рыбалка на сегодня. Рыбалку уже на сегодня рыбалка закончилась. Немножко поймали хариусов. Не знаю по количеству сколько там штук получилось. Жадничать не будем. Ставим на следующий раз. Прилично сегодня вот прошли. $12,3, 12,300. И нам если так, где-то напрямик пару часов еще придется идти. Так. Здесь надо поймать просеку, мы уже перешли где-то там. Так. Юго-север. Север на юг. Просека идет. Вот к этой просеке надо идти. Поймать эту просеку и спуститься по этой просеке. Так, рыба на месте. Термос воду наберем на всякий пожарный. И может быть даже еще придется вскипятить чай. Берем свежей воды. Без воды не останемся. Пару чашек хватит. Но речка 1,5 метра ширина. Вот этот ручеек. И вот в таких ручьях и где там все лето держится хариус и остальные рыбы. Потому что здесь прохладная вода. А уже осенью будет скатываться или как по-другому русский. Так. В общем, собираемся. Пойдем. Вон рябчик вообще совсем рядом, где-то в этих деревьях, буквально за 50 метров. Есть боровая в этом году. И вот на поворотах так ямы здесь еще есть. Вот в этих ямах и можно поймать по несколько штук.
Я уже на просеке. И тут немножко даже тропа есть. Есть тропа. Навигатор не обманул меня. Правильно пришли. От речки, оказывается, вообще недалеко было. Вот по этой просеке и будем спускаться. А вон там уже спуск, такая гора и речка. И вон, смотри, сегодня как листья выпадают. Осень приходит. Сегодня заморозки были и сразу уже все меняется. Погода меняется. Осенняя погода. Может и дальше еще заморозки будут. Лес еще здесь, смотрю, есть для вырубки. Не знаю, может водоохранная зона, из-за этого тут не дают. О, ветер как поднимается. Тучи, наверное, приходят. Угу. Вот это шум, гам. Шторм начинается. Дошли до вырубки. А солнце-то здесь еще высоко. Возле речки там внизу ельника темно, блин. Да и солнце прячется иногда. Непроходимая вырубка. Так, по этой просеке я еще не ходил. Непонятно. Так, но все равно нам придется прямо на юг идти. Квартальный столб здесь. Так. Все на месте. Фу, как все заросло тут. Как все серьезно. Так, возле вырубки, наверное. Угу. Именно возле просеки и вырубили все. А у нас здесь и пойдем. В принципе, терпимо. Можно идти. Да. А там, вот там стена леса, мы еще один раз там спускались там, наверное, средняя просека, там до этих лесов, вон горизонт, вот именно на горизонте, где пальцем указываю, вот там, наверное, где-то до туда полкилометра, средняя просека, там спускается, вот там мы ходили, но там уже совсем, если там спускаться, нет, там вообще мелко, это самое то, наверное. Угу. На будущее. Сейчас еще пройдем место, посмотрим, как познакомимся вообще. Завалов хватает. И надо еще где-то чай вскипятить. Между прочим, здесь брусника вкусная. Да. Очень вкусная. Сладкая. До такой степени сладкая. Так. Идем, не останавливаемся. Большой перекур там дальше сделаем.
до той стены, там еще дорога, она будет. Там дорога и, блин, помнится, там вообще непроходимые места еще. Как же далеко мы пошли. Ё-моё. Когда рыбу ловишь, хочется больше поймать, а рюкзак тащить буреломом никакого удовольствия. Наслаждения мало получаешь. Все, гибель. Так. А тут брошника как дробинка. 3 номер. Не больше. Вообще мелкая. Вот это бурелом тут. Каждый год валятся деревья. Так. Вкусно. Действительно вкусно. Тут молодой бычок поработал. Он. Все перетоптано тут. И это все ломая там. Соперника нашел. Вот и рогами там борется он тут. Сейчас гон у них. Вот и бесятся они тут все. Да. Прилично он поломал там. Самый трудный путь остается еще. Все-таки, наверное, все-таки пьем чай, раскипятим, горячий чай, свежей заваркой. Силу наберем, и чтобы уже без остановки идти. Чай почти закипает. Туда закинул еще брусники и добавлю вот один пакет хватит. Слишком крепкий тоже не надо. Все закипело. Цвет такой приятный получился.
поход получился. Скоро долгая зима будет. Зимой походы ходить. Это к весне начинается. Человек просыпается, хочется есть это. Спешить некуда. Время есть еще. Половина пути уже прошли. Еще половина остается. Мало, сейчас мама еще добавит. Когда кипятишь чай, теряешь полчаса на чаепитии. Зато силы восстанавливаешь и можешь дальше идти. Еще немножко покушаем, что осталось. И надо рассчитывать всегда свои силы. В общем, посмотрел я там объем памяти, и оказывается уже все. Память заканчивается. В общем, поход заканчивается мой тоже. Возвращаюсь. Половина пути пройдена. Еще половина остается. Но это уже немного. Километров 5, наверное. Может 4. И что? До следующего раза. В следующий раз, наверное, схожу на охоту, если получится. Уже буду ходить с ружьем. Также, может, на окуня еще можно сходить. Как получится. Ну, в общем, пока. До следующих встреч. Все затянуло. Облачно кругом становится. С северной стороны туча идет. И даже быстрым скоростью. Уже несколько километров осталось. Недалеко уже идти. Слушаем музыку. Скучно. Вот так зарастает дорога. И если предприниматели дорогу не сделают, скажем, лес валить не поднимутся по этой дороге, через лет 5 там непроходимо будет тут. Быстро зарастает.
это вершинки. Вершинки тут оставляли. Все сгнило уже. Главное, чтобы сильный дождь не пошел. В принципе, плащ тоже с собой таскаю. Есть. Рюкзаки, но зачем их доставать? Лучше уже дождя, чтобы не было. Вон какая сосна. Вековая сосна. Но тоже гнилой уже. С виду крепкий, хороший. А нет, я думал, это гриб, а оказывается, это обычные листья. И брусника тут. Угу. Блин, как же сладко-то.